Всем привет, ребята! Начнем сегодня разбор на задании по суммативному оцениванию за третью четверть за раздел «Химические реакции». Итак, обратите внимание на первый вопрос. Распределите следующие вещества на природные кислоты и щелочи. Вам даны яблочный сок, стиральный порошок, уксус, зубная паста и лимонный сок. К природным кислотам относятся уксус, лимонный сок и яблочный сок, а природные щелочи – это стиральный порошок и зубная паста. Продолжите, как без помощи специальных индикаторов можно определить природные кислоты и щелочи. Конечно же, естественно, с помощью качественных реакций. Однозначно. Второй вопрос. При проведении эксперимента ученик пролил на руку раствор соляной кислоты. Учитель обработал руку ученика раствором пищевой соды, гидрокарбоната натрия. Итак, вопрос. Назовите реакцию среды раствора пищевой соды. Среду пищевой соды. Реакция среды пищевой соды будет слабощелочная. Почему? Потому что соль образована сильным основанием и остатком слабой кислоты. Сама пищевая сода является щелочной средой. Это тоже влияет. Определите тип реакции взаимодействия соляной кислоты с раствором пищевой соды. Тип реакции – это реакция обмена. Итак, запишите словесное уравнение данной реакции. Реакция пищевая сода с соляной кислотой. Так, если при взаимодействии соляной кислоты с пищевой соды, гидрокарбонатом натрия, происходит обмен между кислотными остатками с образованием новой кислоты. Распадается на углекислый газ, воду и образованием новой соли. Это можно также написать в виде реакции словами. Я вам написала химическими формулами. Третий вопрос. Составьте словесное уравнение реакции взаимодействия металла с разбавленной кислотой. Железо. Берем любой металл, к примеру, железо. Железо плюс разбавленная кислота, возьмем соляную кислоту, плюс соляная кислота. Образуется хлорид железа двухвалентного и выделяется водород. Вытесняет водород, газ. Так, третий вопрос. Б. Предложите план испытаний газообразного продукта реакции. Так как выделяется водород, как ранее мы уже говорили, то план испытаний будет таков. Собрать водород, используя пробирку, перевернутую дном вверх, зажечь лучину и поместить в пробирку, не переворачивая ее. Затем услышать характерный звук пах, который означает присутствие газа водорода. По такому плану испытания можно понять, что есть газообразный продукт. На рисунке показано получение углекислого газа. Так, где? Здесь был рисунок. У вас, наверное, в ваших заданиях этого рисунка видно. Где-то у меня упало. Напишите словесное уравнение. Идет карбонаты плюс кислота, вытесняет углекислый газ и воду. Образуется соль. Докажите наличие углекислого газа. Доказательством является качественная реакция на углекислый газ раствором известковой воды. Все. Одна реакция сразу может доказать, что здесь имеется углекислый газ. Понятно, да? Итак, на этом мы
первый СОР по разделу химические реакции за третью четверть 7 класса с вами разобрали. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях, я обязательно вам дам любые понятным образом ответы. С вами была я, Назерке Альбекқызы, на канале Химия Онлайн. Всем пока-пока.